Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы выпуска. Увеличивается площадь природных пожаров в лесах Якутии. Специалисты ведут мониторинг задымленности населенных пунктов круглосуточно. В ближайшие дни ожидают вскрытия реки Лены на участке от Покровска до столицы республики. Озвучим актуальную гидрологическую обстановку. Еще на шаг ближе к Олимпийским играм. Якутская бегунья Сардана Трофимова вошла в международный пул допинг-тестирования. 108 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Якутии. Из них в Якутске 64, в Мегино-Кангаласском районе 18 случаев, в Усть-Алданском 6, в Кобяйском 5, в Намском и Чурапчинском районах выявили по 3 случая. В Амгинском, Верхоянском и Горном по 2, в Вилюйском, Аймеконском и Хангаласском районах заболели по 1 человеку. За сутки лаборатории региона провели порядка 3000 исследований на COVID-19. 14 природных пожаров действуют на территории 8 районов республики. По данным регионального МЧС, возгорания фиксируют в лесах Верхневилюйского, Намского, Татинского, Нюрбинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского и Чурапчинского районов. Общая площадь, пройденная огнем, 204,5 гектаров. Борьбу с огнем ведут более 350 человек и 35 единиц техники. За сутки локализованы 2 пожара, в том числе 1 крупный на общей площади 59 гектаров в Чурапчинском районе. На территории Татинского, Тампонского и Аймеконского районов введен особый противопожарный режим. Вскрытие реки Лены на участке от Покровска до столицы республики прогнозируют с 16 по 18 мая. На сегодня активная фаза ледохода на реке Лени проходит 2 участками на территории Ленского, Алекминского и Хангаласского районов. Нижняя кромка основного ледохода наблюдается у села Турукта Ленского района. Уровень воды ниже рейки. Верхняя кромка находится у Ленска. Уровень воды составляет 797 сантиметров. При критическом 1410. За сутки ледоход продвинулся на 100 километров. На втором участке нижняя кромка наблюдается у села Исить Хангаласского района. Уровень воды составляет 1405 сантиметров. При критических 1992. Верхняя кромка второго участка ледохода отмечается у села Хоринцы Алекминского района, где уровень воды упал до 400 сантиметров за сутки. Тем временем река Амга в ближайшие дни может выйти на пойму. По данным специалистов, у гидропоста Амга идет повышение уровня воды. Накануне вечером уровень достиг отметки 881 сантиметр. В ближайшие сутки рост продолжится и дополнительный подъем составит 30-40 сантиметров. Ожидается выход на пойму при отметке в 900 сантиметров, говорится в сообщении Управления гидрометеослужбы. В этом году ледоход в Ленске начался 13 мая. Если сейчас все проходит благополучно, то май 2001-го ленчане запомнили надолго. Нашим коллегам жители Ленска рассказали о событиях 20-летней давности. Наверное, так сейчас мог выглядеть весь Ленск. 20 лет назад река стремительно ворвалась в город, оставив после себя пустыри и разрушенные дома. Сейчас о последствиях страшного наводнения напоминают лишь окраины. Огромное количество пострадавших. В лучшем случае имущество утонуло, в худшем не стало крыши над головой. Таким запомнился ленчанам день 14 мая 2001 года, когда в город пришла большая вода. Ну, я пролетала тут, и я видела там на Мохтуйке глыбы стояли на уровне 3-этажного дома почти. Это было что-то. Утонули, да и все. Ни квартир, никого. Все выбирались, как могли, так и выбирались. Нас снимали и Чехия, и Словакия, показывали даже за границей. Мы в самом были наводнении. В самом. И еще тысячи таких же людей, переживших трагедию. Итогом стали 3500 разрушенных домов, 30 тысяч пострадавших и больше 6 миллиардов рублей ущерба. Двухэтажное деревянное здание чудом не унесло в реку. Держала система отопления. В каждой семье были свои потери, но горе объединило людей. Какие-то были моменты, которые раскрывали хорошие человеческие чувства, и люди по этим чувствам скучают. Вот особенно в период, когда все начинает зацикливаться на материальном, люди очень скучают по человеческому.
порой такое даже проявляется, что вот с каким-то интересом это рассказывается, с каким-то таким вот, какой-то такой, ну, почти ностальгией. Что стало причиной трагедии? Ледовый затор в районе Батамайского острова. Он разросся до небывалых 80 километров. В Иркутской области тогда установилась довольно-таки жаркая погода, от 27 до 29 градусов тепла. А на нашей территории температуры были, конечно, гораздо ниже, превышали немногим 0 градусов. Снег на возвышенностях сохранялся аж вплоть до 20 мая. Это способствовало выхолаживанию воздуха в ночное время до -2, -6 градусов. А как известно, что заторы льда формируются в основном при отрицательных температурах. 14 мая в 19:50 в Ленске объявили режим ЧС. Утром 15-го вода поднималась со скоростью 20 сантиметров в час. К 9 часам вечера ее уровень превысил показатели наводнения 1998 года. Людей эвакуировали на незатопленные участки. Тем временем в Ленск пришла вторая волна. Трудно представить, но 20 лет назад первый этаж этого дома был полностью погружен под воду. Тогда, 18 мая, уровень воды в этой точке достиг 20,5 метров. Вскоре после наводнения в центре Ленска появился памятник с отметкой максимального уровня воды. Когда вода отступила, начался долгий период восстановления. Весь процесс лично контролировали первые лица страны. За несколько месяцев город практически отстроили заново. Продолжилось строительство защитной дамбы. Не зря. После 2001-го она не раз доказала свою эффективность. За 20 лет изменилось многое. Появились новые микрорайоны, улицы и места отдыха горожан. К весеннему паводку теперь готовятся по-другому. Ответственно, с государственным подходом. Но все еще остались люди, которые каждую весну готовят свой тревожный чемоданчик с документами, продуктами и личными вещами. Ксения Журавлева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». К другим темам. Республика поделилась опытом с Общественной палатой России в развитии инициативного бюджетирования через региональную цифровую платформу OneClick Якутия. В программе поддержки местных инициатив приняли участие более 34 тысяч жителей республики. Обработано 480 заявок. В прошлом году поддержку получили 43 проекта на общую сумму 56 миллионов рублей. Отметим, участники Всероссийской конференции работали по 6 дискуссионным площадкам. Принята стратегия развития территориальных органов самоуправления до 2030 года. Сотрудничая с другими регионами, мы получаем их опыт, и в нашей республике идет большая работа по развитию ТОС, и где мы прикладываем свои усилия и верим, что ТОСы будут менять жизнь к лучшему на территории нашей республики в сельской и городской местности. Тем временем в Якутии сформирован новый состав Общественной палаты. Это 66 человек, средний возраст которых 53 года. Представлены общественники различных групп районов. Глава Якутии провел встречу с членами Общественной палаты республики 4-го состава в режиме видеоконференции. Во вступительном слове Айсен Николаев поздравил участников мероприятия с избранием в новый состав и Николая Бугаева с назначением на должность председателя. Глава региона отметил, что в 4-й созыв вошли представители культуры, науки, религии, здравоохранения, образования, промышленности, экологии и бизнеса. По словам Айсена Николаева, в лице Общественной палаты республики создан ключевой институт гражданского общества, который обеспечивает защиту интересов населения, его прав и свобод при формировании и реализации государственной политики. Полувековой юбилей отмечает Айхальская детская школа искусств. За это время в ней отучились более 1000 детей. Сегодня в учреждении преподают больше дисциплин. Классы оснащены современным оборудованием. Чему учат юных айхальцев, расскажет Оксана Мезенцева. Как 49 лет назад Елена Позднякова с легкостью, что слышна каждая нота, играет классическую музыку. Только преподает меньше, руководит детской школой искусств. Она пришла в музыкальную школу в 70-е годы. Учреждению было только год. В приспособленном бараке педагоги учили детей игре на фортепиано, аккордеоне и баяне. В прежние годы, скажем так, 70-е, было намного легче заниматься с детьми. Почему? Потому что они были более свободны. Не было телевидения тогда здесь, не было никаких компьютеров, никаких гаджетов. Они, в общем-то, занимались в школе, учились и учились у нас. Ходили в какие-то, может, там секции спортивные. И больше их ничего от занятий не отвлекало.
За 50 лет школа поменяла адрес, название, обновился трудовой коллектив. И воспитанников стало больше. Сегодня рисованию, игре на фортепиано, хомусе и гитаре учатся 120 детей. Я пришла в школу, потому что до этого мне очень нравилось рисовать. Мама говорила, что у меня очень даже хорошо получается, и я решила сюда записаться. Сегодня в школе работают 10 преподавателей. Максим Чупаев – выпускник школы. На занятиях у единственного в школе педагога мужчины тишина. Вопросы только по делу. Максим учит ребят нотной грамоте. 29 лет назад меня, так же как и других детей, родители привели в детскую музыкальную школу. Скажу, что учиться было сложно, но интересно. Многие выпускники Айхальской школы выбрали музыку своей профессией. Преподают в музыкальных школах, работают в театрах и филармониях. И тогда и сегодня есть те, кто не собираются становиться учителем, получают образование для общего развития. Я поступила сюда, и у меня появилась новая цель. Я хочу стать дизайнером интерьера. За 2 последних года в школьной копилке творческих успехов заметно прибыло. 92 воспитанника из разных отделений становились победителями конкурсов и фестивалей от поселкового до международного уровня. Сейчас очень много онлайн-конкурсов, мы можем в них участвовать. И за последний месяц мы участвовали в 15 конкурсах. Для образовательных процессов созданы все условия. Новая мебель, оборудование, инструменты. Есть в школе и свой концертный зал. Здесь и отдельная зона для выступлений, и для зрителей. В зале могут разместиться 100 человек. Здесь проводят тематические и отчетные концерты. В зале выставляют и рисунки воспитанников. Свой юбилей школа отметила празднично. Поблагодарили и наградили педагогов, поздравили воспитанников. Гости праздника отметили успехи ребят. И дети не заставили ждать, подарили свои музыкальные номера. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Якутская бегунья Сардана Трофимова вошла в международный регистрируемый пул допинг-тестирования. Всего в список добавили 20 россиян, имеющих олимпийский норматив, сообщает Всероссийская Федерация легкой атлетики. По словам исполняющей обязанности президента организации Ирины Приваловой, это очень хорошая новость в преддверии Олимпийских игр. Ключевым условием при формировании олимпийской десятки было нахождение спортсменов в международном пуле допинг-тестирования. Ранее в международный пул были включены 7 спортсменов из России. Сейчас в него попала и якутская бегунья Сардана Трофимова. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.